Главные события уходящего вторника, 7 октября, в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Правительство России направит на поддержку аэропортов Крайнего Севера более 117 миллионов рублей. В их числе и аэродромы в Якутии. Узнаем подробности. В Мирном завершается масштабный проект по установке камер видеонаблюдения. Всего уже установлено 150 современных устройств фиксации. Служить в юнармии почетно, убеждены алданские школьники. Районное отделение всероссийского движения активно пополняется. Расскажем, как поменялась численность отделения с начала года. В Якутске отметили День беременных, праздник, который подчеркнул важность заботы о будущих мамах. Это событие стало ярким примером реализации нацпроекта «Семья». Дартс, теннис и стрельба из винтовки в Ленске в течение 2 дней прошла спартакиада по адаптивным видам спорта. Более 117 миллионов рублей дополнительно направят из федерального бюджета на поддержку аэропортов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Распоряжение об этом подписано правительством. Финансирование будет направлено на обеспечение работы 33 аэродромов гражданской авиации и посадочных площадок в Якутии и Магаданской области. Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» получит субсидии в рамках реализации проекта обеспечения доступности услуг воздушного транспорта, который является частью госпрограммы развития транспортной системы. В Мирном завершается масштабный проект по установке камер видеонаблюдения. Всего уже установлено 150 современных устройств фиксации, охватывающих ключевые улицы и общественные пространства города. Основная задача проекта заключалась не только в увеличении количества наблюдательных точек, но и в обеспечении высокого качества и эффективности наблюдения. Теперь жители Мирного могут чувствовать себя спокойнее и увереннее благодаря новому оборудованию, способствующему поддержанию правопорядка и обеспечению оперативного реагирования на любые происшествия. Большинство уже поставлено камер. Сейчас ставим на мусорные ниши, на детские площадки и памятные места. На мусорные ниши мы уже закончили. Сейчас делаем на детские площадки и памятные места. То есть детские площадки почти уже заканчиваем. Ставим и останется только на памятные места. Оборудование, да, все наше, камеры, все наше, мы все ставим. Потом это все будет видеонаблюдение, полная картинка будет всех камер. Более 700 миллионов рублей было украдено у якутян в этом году в ходе деятельности телефонных мошенников. Для предупреждения населения об опасности правоохранительные органы постоянно ведут профилактические мероприятия. Подробнее о схемах обмана и защите от них в материале Тимура Колмогорова. Якутяне все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. За последнее время ими стали более 1700 горожан по всему региону. Каждый день то и слышно, что какую-нибудь бабушку или дедушку обманули на неподъемную сумму. Но даже молодые люди попадаются на их крючок так называемых инвестиций, завлеченные легкими деньгами. Известные схемы есть 4. Это продление услуг связи. В данное время в республике лидируют инвестиции, звонок сотрудника энергосбыта и звонок сотрудника Почты России. Якобы представляется с Почты России, звонят и говорят, что на ваше имя поступило письмо от налоговой. Вам необходимо продиктовать код, чтобы курьер вам доставил это письмо. А на самом деле этот код является с госуслуг. Через этот код они вводят госуслуги и взламывают личные данные и берут кредиты. Сотрудники правоохранительных органов регулярно совершают различные профилактические мероприятия по информированию граждан. Проводятся выезды на площадки, такие как торговые центры, а также поквартирные обходы, где сотрудники ведут беседу с гражданами и раздают специальные памятки. На данных листовках указаны номера телефонов сотрудников полиции для предотвращения мошеннических действий. То есть, если гражданам звонят мошенники, они в ту же секунду должны позвонить на эти номера. Подобные мероприятия помогают донести актуальную информацию, которая с попаданием в одни руки, как по сарафанному радио, отправляется друзьям, родственникам и близким. Несколько раз попадала на попытку взлома меня в Telegram, но везде встречаю информацию о том, как себя обезопасить, поэтому, слава богу, обошлось. Мошенники, как говорится, не дремлют. У них все новые и новые, как называется, схемы мошенничества. Надо информировать, тем более старшее поколение.
Был случай, мне позвонили с незнакомого номера, представились полковником полиции из города Москвы, там что-то. В общем, мы с ним минут 15 разговаривали, я понял, что это мошенник с самого первого начала, с первого слова, короче, я его понял. Мне просто захотелось над ним поприкалываться. Что хочется сказать, чтобы люди были очень внимательны к таким моментам, не велись, даже если вашу фамилию и имя назвали правильно. Отмечается, что случаи телефонного мошенничества в Якутии в этом году увеличились. Знание правил и соблюдение цифровой грамотности не только поможет не попасться на уловки мошенников, но также поможет сохранить свои финансы. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. Служить в юнармии почетно, убеждены алданские школьники. Районное отделение всероссийского движения активно пополняется. Численность бойцов увеличивается. Так, сегодня отряд при школе номер 9 отметил 1 год со дня образования. Свои достижения бойцы продемонстрировали сверстникам на школьной линейке, а также нашим корреспондентам. Утренняя линейка в школе номер 9 микрорайона Солнечного началась с традиционной церемонии выноса флагов. А повод общего построения стал торжественным. В этот день исполнился год со дня образования школьного отряда юнармии. Мы развиваемся, ребята очень дисциплинированы стали, начали познавать вот эти все навыки, всю деятельность, и они еще больше заинтересовываются с каждым днем. Поэтому результат есть, мы работаем дальше. За год занятий и тренировок бойцы освоили множество навыков и умений. Свои достижения ребята продемонстрировали сверстникам в показательном выступлении. Юнармейцы подготовили историческую реконструкцию некоторых основных событий Великой Отечественной войны. Делаем акцент по рукопашному бою, чтобы у него была подготовка от оружия, от ножей, то есть мы разучиваем, я им все показываю, они вот заинтересованы, и сегодня вот как достаточно красиво это все продемонстрировали. В настоящее время отряд 9-й школы объединил 32 бойца. Младшим ребятам всего 8 лет, а их старшие товарищи уже в 7 классе. Как отмечают педагоги, за год службы в рядах юнармии школьники не просто повзрослели, они стали более сознательными и ответственными. Я очень горда, что мои ученики ходят в юнармию. Во-первых, это очень дисциплинирует детей, развивает чувство патриотизма, и у них вот совсем другое уже восприятие. Сами же бойцы знают точно, их отряд стал настоящей командой, дружной и сплоченной, в которой каждый готов прийти на выручку товарищу, а при необходимости, бесспорно, может рассчитывать на поддержку. Вообще легко было найти общий язык, потому что мы в одной школе учимся, общаемся там с кем-то, так что легко довольно-таки. Ну, я думаю, что наша команда очень дружная, мы всегда готовы поддержать друг друга, помочь друг другу, никогда на друг друга не ругаемся, и, в принципе, мы хорошая команда. За год юнармейской службы ученики 9-й школы неоднократно принимали участие как в районных, так и в республиканских соревнованиях. К слову, ребята показывали себя весьма достойно. Копилка их достижений пополнилась значимыми победами. Мы выезжали и соревновались на День военно-воздушных силах у нас в Алдане, выезжали на республиканский слет юнармейцев, там заняли 1 место по тактической медицине, заняли 2 место как Дом юнармии нам присвоили в городе Томоте. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются, и на ближайший год планы у отряда масштабные. Стоит отметить, что в Алданском районе юнармия составляет одно из массовых направлений дополнительного образования. Школьники убеждены, служить в рядах юных защитников Отечества почетно. Районное отделение всероссийского движения активно пополняется, численность бойцов увеличивается. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Порядка 30 ведущих, в том числе российских строительных организаций, представили трудовые места для школьников и студентов. Участники молодежного форума «Молодой специалист-строитель будущего» познакомились с потенциальными работодателями, прошли собеседование и смогли подробнее узнать об организациях. Подробности у Лилии Бурцевой. Возможность трудоустройства для молодежи республики представили порядка 30 ведущих строительных организаций. На ярмарке участники также могли получить полезные советы по построению карьеры в отрасли и задать все интересующие вопросы.
Эта ярмарка несколько отличается форматом, поскольку основной контингент – это студенты, которые заканчивают, которые выбрали профессию, но должны определиться с той карьерной траекторией, которая будет у них в будущем. И сейчас в рамках ярмарки компании уже выдают им сертификаты на прохождение практики, стажировки и тем самым презентуя себя и как раз говоря студентам, что же действительно их ждет на том или ином рабочем месте в той или иной компании. Ключевая цель форума – повышение престижа строительных профессий и формирование кадрового резерва для одной из наиболее динамичных отраслей экономики региона. Проект стал открытой площадкой для школьников, студентов, молодых специалистов, которые только определяются с будущей карьерой, а также для преподавателей и работодателей строительной отрасли. Важно, чтобы этот студент был старше 18 лет и был годным по здоровью. У нас есть свой собственный учебный центр, и мы готовы подстроить учебный процесс так, чтобы чтобы они совмещались с основной учебой. Обучение на моториста рулевого, срок обучения 3 месяца. Во время обучения мы оплачиваем стипендию в размере 25 тысяч рублей в месяц. Для иногородних студентов мы предоставляем жилье в нашем общежитии. Участники форума смогли не только получить новые знания, но и продемонстрировать свои навыки, познакомиться с работодателями и найти возможность для практики и стажировок. Для меня, для студента важно проходить практику, чтобы набираться опыта, чтобы в будущем быть более профессиональным работником, чтобы больше была зарплата, чтобы подниматься по карьерной лестнице. Летняя практика у меня была в арт-капитале, там у нас оплачиваемая практика была. 1050, а потом уже работал все лето, получается, там зарплата была 150-130 тысяч. Второй день форума будет посвящен практике. Участники отправятся на экскурсии на ключевые объекты города, производственные мощности, ДСК, ТЭЦ, водоканала и другие. Также пройдут мастер-классы от профессиональных образовательных организаций. Участие в форуме открыто для всех желающих. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. В Мирном открылась выставка, посвященная 85-летию системы среднего профобразования в стране. Открытие подобного мероприятия приурочено к важной дате в истории отечественного образования. Именно 9 октября официально началось обучение студентов в Мирнинском профессионально-техническом училище номер 22. Подробности в сюжете далее. Главная цель выставки – 85 лет среднего профессионального образования, полувековая история Мирнинского регионального технического колледжа, показать путь, пройденный средним профессиональным образованием за прошедшие десятилетия. Посещение позволит каждому ощутить связь времен и оценить вклад колледжа в развитие профессиональных кадров района. На этой выставке прежде всего представлены современные и архивные фотографии, а также уникальные документы первого студента, который был зачислен 1 сентября 1973 года в Мирнинское ГПТУ. На выставке представлены не только фотографии, но и архивные документы, фотоальбомы, оформленные студентами. Здесь можно увидеть учебную роботизированную ячейку, познакомиться с производственными процессами подземного рудника с помощью VR-очков. Через исторические фотографии, экспозиции, выставки каждый посетитель сможет прочувствовать меняющийся ход времени, как было и что стало. А что мы хотим показать этой выставкой? Прежде всего вспомнить историю среднего профессионального образования именно в городе Мирном. Ведь наш колледж – это тоже история, это 52 года, и мы существуем в этом городе, готовим большое количество кадров для города, для района. За эти годы было выпущено более 15 тысяч выпускников, которые успешно работали и работают на благо региона и в целом страны. Организаторы подчеркивают важность сохранения традиций и адаптации образовательных стандартов к современным требованиям экономики и промышленности. Выставка призвана вдохновить молодежь на выбор профессии и подчеркнуть значимость качественного профессионального образования для будущего каждого гражданина России. Анна Васильева, Мирный.
Нерюнгринский район регулярно принимает десанты мобильных хирургических бригад. Так, мобильный центр республиканской больницы номер 2 города Якутска за последние 2 года проводил операции в Нерюнгри уже 4 раза. Было выполнено порядка 30 эндопротезирований тазобедренного сустава. Очередной подобный выезд в район намечен на декабрь этого года. Кроме того, специалисты из Якутской республиканской клинической больницы провели осмотр нерюнгринцев и отобрали пациентов на лечение по гепатиту С. Это действительно необходимо для нашего населения. А также, соответственно, будем принимать на работу и таких же высококлассных узких специалистов, обучать, скажем так, наших докторов, которые горят, которые хотят, которые могут это делать. Помимо этого, мы сейчас налаживаем работу нашу уже выездную. Это выезды в наши населенные пункты. Недавно, например, были в поселке Хани, куда выезжал врач-хирург, терапевт, были осмотрены пациенты, отобраны даже на госпитализацию. Стараемся это делать с периодичностью по потребности, то есть чтобы все наши поселки были охвачены узкими специалистами. В Якутске отметили День беременных, праздник, который подчеркнул важность заботы о будущих мамах. Это событие стало ярким примером реализации нацпроекта «Семья». По поручению президента России Владимира Путина по всей стране, включая Якутию, создаются современные перинатальные центры. Их цель – дать каждой женщине, даже в самых удаленных районах, уверенность в том, что она и ее будущий ребенок получат лучшую медицинскую помощь. Подробнее об этом в сюжете Дарьи Короленковой. Разрисовать живот и поговорить с малышом на языке красок. Именно так сегодня начали свой день будущие мамы в перинатальном центре, которые не только получают ценные консультации, но и видят на собственном примере, как федеральные программы меняют качество медицинской помощи. Роды проходили прекрасно. Сначала мы сразу с мужем, у нас были совместные роды, получается. И тут мне понравилось тем, что все при входе, сейчас же идет карантин, при входе тут можно все сдать анализы и уже сразу поступаешь с мужем, а в других, например, в ПЦ так нельзя. Надо уже приехать с готовыми результатами. Поэтому мы выбрали медцентр. Приехали и сразу нас встретили. Мы с мужем сразу заметили, что персонал очень приветливый. И до конца, до родов прям вообще сюсюкались. А врачи в это время демонстрировали свои новинки. То, что позволяет спасать самые сложные маленькие жизни. Получили аппарат искусственной вентиляции легких. Получили передвижной аппарат ультразвукового исследования для проведения исследований пациентам, которые находятся в реанимации акушерства и гинекологии. С помощью этого передвижного аппарата наши анестезиологи, реаниматологи могут провести анестезию. Главный результат этой масштабной работы – цифры. Количество успешных родов при тяжелых патологиях выросло в разы. Теперь здесь выхаживают младенцев с экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. То есть этого пациента мы укладываем, точнее, в этот транспортный кувес, и уже и непосредственно идет и искусственная вентиляция легких, вентиляция идет непрерывно, и нам не надо перекладывать ребенка с одного кувеза в другой. То есть это очень беспрерывная вентиляция будет происходить вообще с нулевых суток, с нулевых минут жизни, скажем. Но работа не ограничивается стенами центра. В планах открытие 3 новых женских консультаций по республике и усиление поддержки для женщин. Уже более 87 тысяч жителей прошли диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья. Благодаря инициативе, озвученной президентом страны Владимиром Путиным, Федеральному собранию в 2024 году запущена новая федеральная программа «Охрана материнства и детства» в рамках национального проекта «Семья». Обязательно будет проводиться работа по планированию семьи, по формированию репродуктивных установок, которые направлены на деторождение. Проводится работа доабортного консультирования, мотивационного анкетирования при выявлении женщин, которые нуждаются в социальной поддержке, или женщины не занятые или без места работы. Женщины направляются к социальному работнику или специалисту по комитету занятости.
А самый важный показатель – это даже не статистика. В прошлом году здесь провели 300 процедур ЭКО, выполнив план на 100%. В этом планируют уже 350. И главный результат этой работы – счастливые глаза родителей и первый крик их здоровых малышей. Дарья Короленкова, Элита Махно, Якутск. В Якутске эту дату, День беременных, празднуют и фестивалем «Мамалыш», где будущие мамы могут узнать много полезного о том, как протекает беременность. Подробности знает Ржена Гармаева. Фестиваль «Мамалыш» проводится в Якутске в 13-й раз. Такая регулярность объясняется востребованностью, ведь это, пожалуй, самая полезная площадка для тех, кто ожидает пополнения в семье. В одном месте собрались разные специалисты, от неонатолога до акушера. И круг тем, соответственно, широкий. Врачи поделились советами по уходу за новорожденными и рассказали, как облегчить боль в процессе родов без медикаментов. Физические методы, да, это дыхание, релаксация, массаж, то есть очень помогает партнер. И вообще мы в последнее время очень много работаем именно по пропаганде партнерских родов. И, в принципе, пары у нас тоже сами все за, да, и охотно партнеры идут, особенно мужья. Вот. И вообще даже вот это вот создание такой более домашней, доверительной обстановки, это уже относится к методам немедикаментозного обезболивания. Для маленьких гостей праздника провели конкурс ползунков. Название самого быстрого карапуза претендовало 12 малышей. На соревновательный ковер пока еще не вышел, а выполз 11-месячный Аман. Родители юного спортсмена говорят, что их младший сын берет пример со старшего брата. Ну, до этого сын тоже участвовал в марафоне 2 раза. Участвовал в городском марафоне ползунков и ходунков. И вот мы тоже хотим чемпионом быть. С малых лет приучаем к спорту. А будущим мамам предложили сделать костюмы из подручных средств. До беременности Кюне Мигалкина работала в женской консультации. Участием в конкурсе «Авангард» Кюне решила поддержать коллег. Мы с девочками, с коллективом делали неделю. Почти неделю, даже больше. Мы хотели показать то, что это во время беременности это женщина расцветает, то, что женщина именно появление нового человека, расцветание, создание чего-то нового. В этом году фестиваль открыл месячник матери. Каждое 3-е воскресенье октября мы отмечаем республиканский, а в ноябре – Всероссийский день матери. Ржена Гармаева, Виктор Дичковский, Якутск. Спартакиада по адаптивным видам спорта в Ленинском районе прошла на высоком уровне. 2 дня взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья соревновались в различных видах спорта. Подробности знают наши коллеги из Ленска. Спартакиада по адаптивным видам спорта проводится уже 3-й год. Для людей с ОВЗ мероприятие стало настоящим праздником. Многие поверили в себя и начали серьезно заниматься спортом. Сегодня показывают хорошие результаты. Мероприятие проходило не только в спортивной борьбе, были и моменты развлечений. Фитнес-тренер провела зажигательный флешмоб, он и задал темп спартакиаде. В этот день спортсмены с ограниченными возможностями здоровья соревновались по броскам в кольцо, дартсу, шахматам, шашкам, настольному теннису. Участвовал стрельба с пневматической винтовки, стрельба из лука и бросок в кольцо. Но везде призовые места занял. Мне очень радостно, очень красиво, дружно все оформлено, все виды спорта почти. Жаль, что не было, конечно, шахмат, шашки были. Но в шашки мне удалось всех обыграть, конечно. Большим подарком для всех участников спартакиады стали мастер-классы от известных якутских спортсменов. Среди них руководитель Центра по адаптивной физической культуре и спорта Республики Саха-Якутия Нюргун Иванов, также тренер по волейболу сидя и легкой атлетике. Сегодня тоже, да, порядка 50 человек принимают участие у нас. Люди с ограниченным возможностью здоровья. Для них это отдушина в нашем непростом времени, да, о том, что они вот сюда приезжают, там развеются, принимают участие на соревнованиях. Ну и, конечно, сегодня общался с председателем Всероссийского общества инвалидов, и они конкретно с этого года будут готовиться к спартакиаде по адаптивным видам спорта. Спортивное мероприятие сплотило людей с ограниченными возможностями здоровья. Дети немного общались, делились наболевшим. Знаем теперь друг друга в лицо, где-то здороваемся, как-то
И ты, допустим, понимаешь, что ты не один такой, да, вот что так все плохо на самом деле, и так все это. А посмотришь, и как-то энтузиазм какой-то берет, что у некоторых хуже, у некоторых лучше. И, не считаешь себя, таким инвалидом, что беспомощным. Как-то лучше становится на душе, что ли. Здорово, мне нравится. Александра Соколова увлекается стрельбой из лука и пневматической винтовки. Женщина показала лучший результат и заняла первое место. Все участники спартакиады были награждены призами и подарками, в том числе от спонсоров. Светлана Балеева, Алексей Семенов, Ленск. Уже сегодня россияне смогут наблюдать за красивым астрономическим явлением – суперлунием. В этот период естественный спутник Земли приблизится к нашей планете на максимальное расстояние. Само по себе суперлуние не считается редким событием, обычно его можно наблюдать несколько раз в год. При этом, несмотря на то, что полнолуние – это на самом деле короткая фаза, с Земли спутник будет казаться полным и ярким 3 дня, то есть с 6 по 8 октября. Наблюдать за полной луной лучше всего на закате, когда диск находится близко к горизонту. В этот момент луна кажется еще крупнее. Таким мы видели этот день наши корреспонденты, но я с вами прощаюсь. До встречи.